Добрый день, ребята! Все на месте? Никто не опоздал? Готовы ли вы к уроку? Тогда начинаем. Вы помните, что такое электрический ток? Конечно, каждый восьмиклассник хорошо знает, что электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. А знаете ли вы, что электрический ток – отважный путешественник? Не верите? Напрасно. Потому что сегодня мы начинаем серию путешествий совместно с электрическим током и переходим к изучению раздела «Электрический ток в различных средах». На ближайших уроках мы с вами, ребята, ответим на вопросы, каковы особенности протекания электрического тока в различных средах, как генерируются свободные заряженные частицы в проводниках разных типов, от каких факторов зависит и где применяется электрическая проводимость металлов, жидкостей, газов и полупроводников. Сегодня в нашей карте путешествия две остановки – в стране металлов и царстве газов. А значит, тема урока сегодня – электрический ток в металлах и газах. И мы отправляемся в путь. Вы уже знаете, что металлы в твердом состоянии имеют кристаллическое строение. Частицы в металлах располагаются в определенном порядке, образуя кристаллическую решетку. В узлах кристаллической решетки металла расположены положительные ионы, а в пространстве между ними хаотично движутся свободные электроны. Если в металле создать электрическое поле, то свободные электроны начнут двигаться упорядоченно в направлении действия электрических сил. Возникнет электрический ток. Итак, электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение свободных электронов. Неправильно думать, что электроны в электрическом поле движутся прямолинейно. Траектория их движения является сложной из-за взаимодействия с другими частицами и напоминает дрейф льдин во время ледохода. Скорость движения электронов в проводнике под действием электрического поля невелика – несколько миллиметров в секунду, а иногда еще меньше. Но как только в проводнике возникает электрическое поле, оно с огромной скоростью 300 тысяч километров в секунду распространяется по всей длине проводника. Эту скорость называют скоростью света в вакууме. Одновременно с распространением электрического поля все электроны начинают двигаться в одном направлении по всей длине проводника. Так, например, при замыкании цепи электрической лампы в упорядоченное движение приходят и электроны, имеющиеся в спирали лампы. Это можно сравнить с течением воды в кране. Под действием давления, распространяемого от водонапорной башни, вода начинает течь сразу, как только мы откроем кран. Но это течет та вода, которая была в кране, а вода из водонапорной башни дойдет в наш дом позже. Когда говорят о скорости распространения электрического тока в проводнике, то имеют в виду скорость распространения по проводнику электрического поля. Электрический сигнал, посланный, например, из Бишкека в Ош, придет туда примерно через 1/1000 секунды. Экспериментальное доказательство того, что проводимость металлов обусловлена движением свободных электронов, было дано в опытах ученых Мандельштама и Папалексе, Стюарта и Толмана в начале 20 века. Схема этих опытов такова. На катушку наматывают проволоку, концы которой припаивают к двум металлическим дискам, изолированным друг от друга. К концам дисков при помощи скользящих контактов подключают гальванометр. Катушку приводят в быстрое вращение, а затем резко останавливают. Свободные заряженные частицы некоторое время движутся относительно проводника по инерции, и, следовательно, в катушке возникает электрический ток. Ток существует незначительное время, так как из-за сопротивления проводника заряженные частицы тормозятся и упорядоченное движение частиц, образующих ток, прекращается. Переносимый при этом заряд пропорционален отношению заряда частиц, создающих ток,
к их массе, то есть Q, деленное на m. Поэтому, измеряя заряд, проходящий через гальванометр за время существования тока в цепи, удалось определить это отношение. Оно оказалось равным 1,8 на 10 в 11 степени кулон на килограмм. Эта величина совпадала с отношением заряда электрона к его массе, найденным ранее из других опытов. Вам интересно узнать, меняется ли состав металлического проводника при прохождении по нему электрического тока? Этот вопрос интересовал немецкого ученого Эдуарда Карла Рикке. Рикке составил цепь, в которую входили 3 прижатых друг к другу цилиндра, из которых 2 крайних были медные, а средний – алюминиевый. В течение года через эти цилиндры протекал ток порядка 0,1 ампера, так что общий заряд, прошедший через цилиндры, превысил 3,5 миллиона кулон. По окончании опыта цилиндры были разъединены, и обнаружилось, что за год масса проводников не изменилась, диффузии не произошло. Из этого следовал вывод, что электроны могут переходить из одного проводника в другой, но структура их не изменится. Мы не раз утверждали, что при прохождении тока в металлах они нагреваются, в результате чего амплитуда колебаний ионов у положения равновесия увеличивается. Электроны чаще сталкиваются с ионами кристаллической решетки, следовательно, с увеличением температуры возрастает сопротивление проводника. Опыт показывает, что при изменении температуры проводников из различных веществ на одно и то же значение сопротивление их меняется не одинаково. Например, если медный проводник имел сопротивление 1 Ом, то после нагревания на 1 градус Цельсия он будет иметь сопротивление 1,004 Ома, а вольфрамовый 1,005 Ом. Для характеристики зависимости сопротивления проводника от его температуры введена величина, называемая температурным коэффициентом сопротивления. Для того, чтобы установить зависимость сопротивления от температуры, проделаем опыт. Соберем электрическую цепь, состоящую из источника тока, электрической лампочки и проводника в виде спирали. Лампочка будет служить индикатором силы тока, так как по накалу нити можно судить о величине силы тока. Замкнем электрическую цепь. Лампочка горит достаточно ярко. Поднесем к спирали газовую горелку. По мере нагревания спирали накал лампочки уменьшается. Это является косвенным доказательством того, что сила тока в цепи уменьшилась. При неизменном напряжении на зажимах источника тока уменьшение силы тока происходит только из-за увеличения сопротивления спирали. Это можно объяснить следующим образом. Рассмотрим зависимость сопротивления металлического проводника от температуры. При образовании металлической кристаллической решетки атомы металла теряют внешние валентные электроны, слабо связанные с ядром. Положительные ионы металла, расположенные в узлах кристаллической решетки, совершают колебательное движение. Совокупность свободных электронов называется электронным газом и обеспечивает электропроводность металла. Под действием электрического поля электроны начинают двигаться упорядоченно, создавая электрический ток проводимости. Сопротивление металлического проводника обусловлено тем, что электроны, участвующие в направленном движении, под действием электрического поля сталкиваются с ионами кристаллической решетки и передают им часть своей энергии. При повышении температуры проводника увеличивается скорость теплового движения электронов и амплитуда колебаний ионов в узлах кристаллической решетки. Соответственно, возрастает число соударений электронов с ионами и растет величина сопротивления. Температурный коэффициент сопротивления показывает, как изменяется сопротивление проводника в 1 Ом, взятого при температуре 0 градусов Цельсия, вследствие изменения его температуры на 1 градус Цельсия.
температурный коэффициент сопротивления обозначается греческой малой буквой альфа, это табличная величина. На экране вы видите таблицу температурных коэффициентов сопротивлений некоторых веществ при 20 градусах Цельсия. Формула, показывающая, как зависит сопротивление проводника от температуры, имеет вид R равно R нулевое умноженное на сумму единицы плюс альфа дельта T, где R – сопротивление проводника, R нулевое сопротивление при температуре 0 градусов Цельсия, альфа – температурный коэффициент сопротивления, а дельта T – изменение температуры. Зависимость сопротивления металлов от температуры учитывается, например, при изготовлении спиралей для электронагревательных приборов и ламп. Длину проволоки спирали и допускаемую силу тока рассчитывают по их сопротивлению в нагретом состоянии. Мы обобщили и расширили свои знания о закономерностях возникновения электрического тока в металлических проводниках. А теперь ответим на несколько вопросов по теме. Как вы думаете, проходит ли ток через металлический стержень, лежащий на столе? Ответ обоснуйте. Верный ответ – нет, ведь на стержень не действует электрическое поле, а значит, движение свободных электронов беспорядочно. Суммарный заряд положительных частиц равен суммарному заряду отрицательных частиц, поэтому стержень электрически нейтрален. Кабель соединяет станцию и дом, находящийся в 30 километрах от этой станции. Скорость свободных электронов составляет 5 мм в секунду. Через какое время ток дойдет от станции до дома? Внимательные ученики ответят так. Ток дойдет до дома почти мгновенно, поскольку под скоростью тока подразумевается распространение электрического поля, поэтому скорость движения отдельных электронов не имеет значения. Найдем отношение расстояния между станцией и домом к скорости света и получим время распространения сигнала, равное 1/100000 доли секунды. Когда электрическая лампочка потребляет большую мощность, сразу после включения ее в сеть или спустя несколько минут. Спираль лампы через несколько минут ее работы нагревается, ее сопротивление увеличивается, а следовательно потребляемая мощность становится меньше, так как мощность обратно пропорциональна сопротивлению. Продолжим наше путешествие и выясним, как возникает электрический ток в газах. В обычных условиях газы являются диэлектриками. Концентрация заряженных частиц в них очень мала. Так, в 1 сантиметре кубическом металла содержится около 10 в 23 степени свободных электронов. В газе того же объема находится порядка миллиарда заряженных частиц. На изолирующих свойствах воздушного промежутка основано действие переключателей в электрических цепях. Например, небольшого воздушного зазора в выключателе света оказывается достаточно, чтобы разомкнуть электрическую цепь в вашей комнате. Проведем опыт. Соединим пластины воздушного конденсатора со стержнем и корпусом электрометра. Зарядим пластины конденсатора. Стрелка электрометра отклонится, регистрируя напряжение, возникшее между пластинами. Наблюдая за установкой достаточно долгое время, можно убедиться, что стрелка электрометра показывает одно и то же значение. Это говорит о том, что пластины конденсатора не разряжаются, хотя электрическое поле между ними существует. Дело в том, что в воздухе, находящемся между обкладками конденсатора, концентрация свободных зарядов настолько мала, что в цепи ток не возникнет. Если в пространство между пластинами внести пламя свечи или спиртовки, мы увидим, что конденсатор разряжается, стрелка электрометра опустится.
Возникновение электрического тока между пластинами конденсатора означает, что в воздухе под действием пламени появились свободные заряды. Давайте разберемся, каким образом и какие заряды могут появляться в газе. При увеличении температуры газа тепловые колебания его частиц, молекул или атомов становятся все интенсивнее. Удары частиц друг от друга достигают такой силы, что начинается ионизация, распад отдельных частиц на электроны и положительные ионы. Свободный электрон может налететь на нейтральный атом и присоединиться к нему. Так возникают отрицательные ионы. Итак, опыт показывает, что электрический ток в газах является упорядоченным движением заряженных частиц трех видов. Это электроны, положительные и отрицательные ионы. Нагревание не единственный способ превращения газа в проводник. Вместо пламени можно использовать ультрафиолетовое или рентгеновское излучение, а также поток заряженных частиц. Опытами установлено, что действие любой из этих причин приводит к ионизации молекул газа. Одновременно идет и обратный процесс – рекомбинация, то есть воссоединение электрона и положительного иона в нейтральную частицу. Причина рекомбинации проста. Это кулоновское притяжение противоположно заряженных частиц электронов и ионов. Устремляясь навстречу друг другу под действием электрических сил, они встречаются и получают возможность образовывать нейтральный атом или молекулу. Прохождение тока через газы называют газовым разрядом. Различают несамостоятельный и самостоятельный газовые разряды. Только что мы рассмотрели пример так называемого несамостоятельного разряда. Он так называется, потому что для его поддержания требуется какой-либо ионизатор, пламя, излучение или поток заряженных частиц. Несамостоятельный газовый разряд – это разряд, существующий только под действием внешних ионизаторов. Опыты показывают, что если ионизатор устранить, то ионы и электроны вскоре воссоединяются, то есть рекомбинируют, вновь образуя электрически нейтральные молекулы. В результате газ перестает проводить ток, то есть становится диэлектриком. Электропроводность газа под действием самого электрического поля называется самостоятельной проводимостью газа. Прохождение тока в газе, когда газ ионизируется самим электрическим полем, называется самостоятельным газовым разрядом. Почему возникает самостоятельный газовый разряд? С увеличением разности потенциалов между пластинами кинетическая энергия свободных электронов возрастает настолько, что при соударении их с нейтральными молекулами газа происходит выбивание новых свободных электронов. Такой процесс называют ударной ионизацией молекул газа. Число электронов и ионов растет лавинообразно, что приводит к увеличению разрядного тока. Возникает самостоятельный газовый разряд. На следующем уроке мы продолжим свое путешествие в удивительном царстве газовых разрядов. А сегодня подведем итоги урока, на котором мы установили тип электрической проводимости металлов и газов, познакомились с понятиями газовый разряд, ионизация, рекомбинация, изучили способы ионизации газов, обнаружили зависимость между сопротивлением металлических проводников и температурой, выяснили, с какой скоростью распространяется электрический сигнал. Все перечисленные понятия и вопросы являются для вас абсолютно несложными. Вы вполне готовы помочь своим друзьям в изучении нового материала,
Значит, напряжение вашей работы на уроке создало условия для существования самостоятельного разряда учебных открытий и достижений. При изучении новой темы возникли некоторые сложности, есть непонятные вопросы. Не волнуйтесь, внешняя ионизирующая помощь учителя и одноклассников, а также усердная самостоятельная работа превратят несамостоятельный разряд в яркий ток познания. Урок совершенно трудный и непонятный для вас. Не сдавайтесь, потому что нет такой среды, в которой усердие и добрая помощь не смогли бы зажечь разряд новых знаний и открытий. Я желаю вам, ребята, постоянной радости озарения новыми знаниями. Благодарю вас за совместную работу и прощаюсь до следующего урока. До свидания.